Сейчас у меня задачка пересобрать речь по эпоще свободы слова отношения свободы ненависти. То есть у меня сейчас что ЭП поддерживает внедрение распространения такое радикальное прозрачность. Вот. ЭП считает, что свобода слова должна включать свободу ненависти. ЭП считает, то есть мы обсуждаем ценности права, правильно или нет, а не инструмент внедрения. Определение свободы слова говорит то, что захочу, это не ответ на вопрос «зачем?». Зачем мне самовыражаться? Для кого? Для коммуникации индивида с другими индивидами или с институтами. Для чего? Чтобы делать жизнь лучше, а не хуже. Свобода слова – это права, а права должны реализовываться для блага. Имейте для этого... Именно для этого и нужны. Если я могу сделать все сам, то мне не нужно коммуницировать. Зачем мне давать энергию? Коммуникация неразрывно связана с группами. Люди организуются группы благодаря коммуникации. Для чего? Чтобы делать жизнь лучше. Легче будет группе, чем одному. Уникальный функция свободы слова. Сообщить о том, что мне нужно, что мне нужна помощь. Говоря от ей возможно поддерживать общество таким, каким мы его хотим. То есть удовлетворять потребности индивида, защищать от проблем. Свобода слова – это возможность взаимодействовать с другими группами. В каких условиях? Зачем разрешать разные слова? Мы не знаем, что делать человека счастливым и что нужно сделать, чтобы помочь ему. Свобода слова – это не быть ограниченным. Когда я говорю то, что со мной не будут говорить параллельно, я буду услышан. Свобода слова – это ограничение других, чтобы не менять... Я могу понять свой почерк. Что другие не мешают мне доносить информацию. Свобода ненависти. Ненависть – это сложное определение, но мы можем определить, между какими явлениями оно находится. Допустим, недовлетворенность, раздражение, злость, ненависть, ярость. Далее уже идут уже насильственные действия. Например, полк 5 минут, я даже 30 минут. Не ненависть, через час у меня ярость. Чем интенсивнее действие, тем сильнее негативная реакция. Ненависть – это явление, которое усиливается пропорционально раздражению. Это такая реакция. Потому это не первичное. Ненависть – это гнев, негативное чувство. Оно делает жизнь хуже. Не делает жизнь лучше. Я не хочу этого, так как это неразумно. Я трачу энергию на то, что мне не нравится, и не могу дать то, что мне хочется. Почему? То есть какая-то проблема, которая не дает мне это делать. Возможность получать блага положительное. Вот почему ответ. Я не могу получить желаемое, я раздражен, это реакция, я не хочу тратить энергию больше, чем требует того решения проблемы, на которое необходимо. Ненависть – это пропорциональная реакция на проблему или раздражение, которое не дает получить блага. Получается, возможность не быть перебитым, чтобы нас услышали, донести информацию из степени пропорционального урона, который мы получили от неэффективной системы. Это буквально описание свободы слова. Свобода слова – это первичное, фундаментальное, необходимое для того, чтобы сообщить, что делать мне хорошо, что делать мне плохо для решения проблем. Свобода ненависти в свободе слова – это моя ответная реакция на раздражитель, который является пропорциональной. Вот мера раздражения. Задача оппозиции – разрешить свободу слова, отделить свободу слова от свободы ненависти. Ужасный почерк, я не могу прочитать его быстро. В целом нужно написать его. Нужно переписать мою речь. Надо написать очень быстро, непонятно. Область счастья. Хотя слушать тему, которую буду разбирать. Так, хорошо. Сейчас нужно переписать. Окей. Перепишу свою речь, чтобы она стала более понятной. Потому что сейчас очень заикаюсь, непонятно, как говорю. Давайте сейчас сделать красиво. Так. Свобода слова должна включать свободу ненависти. Ненависть пишется не так. Ненависть пишется... I take a word for Islam of Hi Lazaro. I can't see you, I'm sorry. I need to write my
Чуть на английском отвечаю. Мне нужно переписать речь. Голосуй за Исламова. Ну, за это, конечно, мы кидаем модерку. Add as moderator. Стандарт модератор. Все, это модератор у нас. Назару is now stand moderator. Еще Назар, почему я пур этот... видео. The current resolution is which no support. Ну, давайте поменяем. Мое качество вывода output. Окей, надеюсь, все нормально. Так. Свобода слова должна включать свободу ненависти. Beautiful. Thank you so much, Lazaru. I appreciate it. I hope you doing your job really good. I know you're working in a smoking store. I know that's tobacco store. Am I right? Tell me, please. Tell me why. And you work in the downtown of Ufa. Am I right? English, what the... Я говорю о том, что ты работаешь сейчас в табачке, если не ошибаюсь. В центре Russia, Уфы. Giga chat damn. Oh, stop doing that, man. Thank you so much. I appreciate it. I need to rewrite it, my speech. Just I can't bother you. Я не буду сейчас на тебя прерываться. Я вообще звучу ужасно. Нельзя говорить в перемешку с английским, потому что звучит про fabric details, конечно. Если мы говорим по EPSC, то есть система EPSC, значит, эта палата считает, мы обсуждаем правильно или нет, а не инструменты внедрения, области, короче, внедрения. Определим свободу слова. Определение свободы слова. Свобода слова. Говорить то, что захочу. Это не отвечать на вопрос. Говорить, что захочу. Это не отвечать на вопрос. Это не отвечай на вопрос «Зачем?». Зачем мне самовыражаться? Для коммуникации. Для коммуникации индивида с другими индивидами или институтами. Свобода слова – это права, необходимые для реализации, свобода слова – это право, а права необходимы при реализации блага. Именно для этого не нужны. Вообще сомнительно. Свобода слова – это право. Как мне это дает. Я могу делать все сам. Здесь класс. Если я могу сделать все сам, то мне не надо коммуницировать. Зачем тратить энергию? Зачем тратить энергию? Коммуникация. Лазарь, кстати, пока я пишу, why this salary? I don't know, this charm, I'm you're gonna do it for free, dude. You're not gonna take any money from that. Ты не получишь никакой зарплаты, Лазарь. Слушай, скинь мне, Лазарь, сейчас свои мемчики какие-нибудь нравятся в личку. Я буду сейчас тебе презентацию речи, и будет, я ставлю твои мемчики. Скинь, короче, фотографку. Оставить энергию. Коммуникация. Неразрывно связана с группами. Люди объединяются
в группу благодаря коммуникации. Благодаря communication, коммуникации. Для чего? Делать жизнь лучше. Для чего? Делать жизнь лучше. Делать жизнь лучше. Лучше. Легче выжить в группе, чем одному. Легче выжить в группе, чем одному. Уникальная функция своего слова — это сообщить о том, что мне нужна помощь. Уникальная функция слова — сообщить о том, что мне нехорошо. Мне нужна помощь. Нужна помощь. Помощь. Благодаря ей возможно поддерживать общество таким, кстати, благодаря ей. Благодаря коммуникации возможно поддерживать общество таким, каким мы его хотим видеть. Мы хотим его видеть. То есть удовлетворять потребности индивида. То есть удовлетворять потребности индивида. Защищать от проблем. Защищать от проблем. Свобода слова — это возможность взаимодействия с другими группами. Вот, свобода. То есть свобода слова — это возможность взаимодействовать с другими группами. На каких условиях? Зачем мне различать разные слова? Блин, правильно написал. Стой. На каких условиях? Зачем разрешать разные слова? Мы не знаем, что делать вычислим. Не знаем, что делает тебя счастливым. И что? Как это достичь? И как помочь себе это достичь? Свобода — это не быть ограниченным. Свобода — это не быть ограниченным. Меня не будут перебивать. Будут слушать. А свобода — это ограничение других. Свобода — это ограничение других, чтобы других лиц, чтобы не мешать, то есть донести информацию, чтобы не мешали донести информацию. Так, отлично. Свой ненависть. Так. You don't see it all. Give me a second monitor for chatting. No, I don't need it, thank you. What should I send? Стой, ты мне пишешь на русском или на английском? Погоди, у меня непонятно. У меня
Все меняется на английский. Ты не пишешь, типа, все на русском или что? Reactions, timestamps. You gotta be kidding me. Вообще не... Тебе второй монитор нужно для чата, что скинуть? Блядь, я думал, типа, зачем ты почему пишешь все это на английском? Когда зарплата? Что скинуть? Мемы эти глаза, что скинуть? Тебе нужен второй монитор для чата, конечно. То есть ты буквально говоришь мне, нужен второй монитор, чтобы вообще числить твои сообщения. Я просто буду положить телефон рядом и смотреть сообщения в лазере, и все. Вот что мне нужно. То есть ты хочешь один монитор ради одного тебя. Я тебя услышал. Вообще не видишь. Я на русском. Блин, вообще смешно, потому что у меня не на русском. У меня все на английском что-то транслируется. Ну, типа, лазер прикалывается, и что? Ай, тигр. Знаешь, что написал? Hey, тайгер. Vote for Islam. Голосуй за ислам. Это смешно. Чем считается смешно? Of course, while I'm just sitting here. Конечно, что, просто так сижу. Я тебе говорю, скинь мне мемы. Ты чё? Чтоб ты не скучал. Блин, надо, что нужно, чтобы глаза не скучал? Что нужно поставить, чтобы лазер не скучал? Так, ладно, пока я тут пишу, переписываю, чтобы лазеру не было скучно. Я сейчас, я думаю, это поставлю ему. Так. Заставляет меня включать ему что-то еще. Так. Так. Конечно, тебе нужно общаться с чатом лазером. Тимур. Ладно, здесь ты будешь кайфовать. Возможно, заставил поверить Дорожка и всех остальных, что он снова будет атаковать самостоятельно. Но вместо этого... Победа достается Салавату Юлаеву. Так, опять набирает скорость. И опять остановился. Ну, благо в этот раз остался в чужой зоне. Волыкин, Сучков. Так, ну можно же бросать. Бросил и попал Егор Сучков. Салават Юлаев выигрывает зеленое дерби со счетом 4-3. На выходе играет. Лучше паузу выдержал. Пауза, да. Ну, в итоге шайба выходит среди. Выигрывает зеленый. Но вместо этого... Победа достается Салавату Юлаеву. Так, опять набирает скорость. И опять остановился. Ну, благо в этот раз остался в чужой зоне. Волыкин, Сучков. Так, ну можно же бросать. Бросил и попал Егор Сучков. Салават Юлаев выигрывает зеленое дерби со счетом 4-3. На выходе играет. Хорошую паузу выдержал. Пауза, да. В итоге шайба выходит в среднюю зону. Значит, все сделал правильно. Сучков Ахмальдинова обогнал бросок. Сучков все-таки коснулся шайбу, когда она уже ползла за ленточку. Ну вот, пожалуйста, Сучков добавляет ногами, уходит Ахмальдинова. И Сучков с Рэмплом постарались. 2-1 Салават Юлаев. Да, быстрая контратака. Своих ворот Кулик. Да, у Салавата 15-е большинство по итогу регулярного сезона. Сучков, извини, пожалуйста, Сучков забивает 72-й и делает первый гол сегодняшней встречи. Вот она, первая кровь на льду автомобилиста. Реализация большинства от Уфы. Классный кистевой. 72-го. Егор Сучков 1-0. Злостью. Есть. Ты кайфуешь, что? I know you can be. И теперь тебя вообще не слышно. Только картинка в пикселях. О, моя тема. У Happy People микрофон лучше был. Мемы. Ты что, прикалываешься? Ты кумаришь меня? Вот это кто есть вообще не видны. Гений. А чего мне не слышно-то? Давай себе боль просто этих чувачков. Все, you can be here at all.
Смотрел, оценил ситуацию, увидел, что впереди есть партнер. Так, сейчас лучше ладно. И Валерьевич Белоусов, но вывести шайбу не получается. Василевский принял Василевский принял. Подправил, да, блин, нас дальше не дает, блин. и затем Как подправил, блин, не дает, не может. да, переправляет Вот его почему я говорю, что такой налет. Посмотрел, что это оценил за ситуацию, где, увидел, почему что впереди есть такое партнер. И затем Ну, смотри, тут в шайбе-то куда? Сучков не задел вообще даже этой шайбы, прикинь, Лазарь, на Сучкова записали. Вот это по-твоему. Вот смотри. Вот смотри, он не задевает шайбу, значит, не заденет. Смотри, он сейчас не заденет шайбу. Ну, не задел там шайбу, он никак не понял свою траекторию движения. Укаль пустин. The microphone is crap. Да я тебя не слышу вообще ничего. Серьезно? Ты что, не слышишь? Ладно, ты что? Прикалываешься, что ли? Ну что? In smoking store and in smoking store and in smoking. Ну, не задел там шайбу, он никак не понял свою траекторию движения. Укаль пустин. The microphone is crap. Я имеется в виду, иногда не понимаю, что ты говоришь. Но в жизни так же, ладно, ты что забыл? В жизни буквально такая же ситуация, как не понимаешь, что я говорю. Братик, покажи. Сделанный микрофон. В следующий раз будешь микрофон. Я говорю, надо есть микрофон рядом дома, поэтому я просто установлю его, не парься. Сейчас с тобой без звука слушать. Generally content. В целом верно. Что? Generally correct. Ну, посмотри, видишь, типа, вот Сучков. Ну Сучков подшался. Я смотрел, почему, я думал, что Горшков, типа, там не подправил, а оказывается, Сучков, Сучков тут вообще забил, молодец, вообще, вопросов ноль. Сучков прям, вообще, как так можно, как так подправил-то? Смотри. Посмотри, как он подправил. Ой, хорошо подправил, прям, да, это на все деньги он забил. Все, ладно, там, да, радуйся, веселись, там, что ты смотришь хоккей. Так, нужно писать, я из тебя. Не из тебя, конечно. Слова Лавера, да. Где Лазарь? Там где-то Лазарь сидит, смотрите, там где-то Лазарь сидит. Вон где Сангас, где с белыми шлемами, там Лазарь. Так, есть пример. Пример, пробка. Пробка. 5 минут. Раздражение. 30. Ненависть. Час. Ярость. Лазарь, я тебе как друг могу делать подгон жесткий. Ну ладно, какие темы, комментирую дальше, мне интересно. Пошли смотреть пранк над Тимуром Исламовым, в целом верно. Скинь мне мемы, ты надоел. Сейчас. 3 шайбы за минуту. Ладно, сейчас мы будем как настоящие. Как настоящие фанаты. Нет, не так. Тампа Бэй играет против боссов. Босс молодец, смотри, первая шайба полетела. Ой-ой, здесь там не Василевский стоит. Там какой-то 70-й номер, это не Василевский, мне вообще не интересно. Нужно другой этот Борис, вроде, я не помню, кто там играл. Невероятно камбэк. Борис забивает 3 шайбы, вот Лазарь, как настоящий фанат и любитель хоккея. Я как тебя, настоящий друг. Поставлю вот это. Смотри. Играет кто? Играет моя любимая команда. Пол Скоулс. Так, кто еще? 38 номер. Борис, белый. Сиди так, 44 номер. Ай-яй-яй, пропускаем. Да блин, вот в большинстве они забили. Интересно, смогут ли закомбатить свою отыграть? 3-3, ну ладно, еще если не отыграться. 90-й номер условно. Все, смогут. Ой, там что поставил так неудачно, блин, на тело отбилось. Блин, ладно, надеюсь, сейчас получится. Так. 60 номер условно. Опа. Ой, улетела шиба, догони. И перехват. Вот такой. Лазарь, надеюсь, не забьет. Не забьет. А ты еще одна пенальти. Ой, забил. Блин, Лазарь. Я думал, Карипорта, блин. Ой, как сбил. Ой, там что, большинство, наверное, будет, что, нет? Ой-ой, блин, Лазарь. Надеюсь, сейчас забьют, Слова сейчас забьют. Пасть, надо, все нормально будет. Это ЖБ ставка. Ой-ой-ой.
Ой, пустые ворота, сейчас забью. А, нет, ну как можно, какой момент? Вот, я отбил хорошо. Ой, Лазарь, блин, 3 шайбы за минуту. Ой, блин, Лазарь. Ой, Лазарь, блин, извини, пожалуйста. Боря, стой, Боря. Давай халат ХК Пеликанс, промо твоих команды. Блин, точно, ХК Пеликанс. Это тоже смешно было. ХК Пеликанс. Промо. Я это... Да, иначе там был. Как он называется? Да, финского ХК Пеликанс. Карел! Кьюби. Пошли к вопросу саморекламы. Очень красиво прошли вопрос саморекламы в клубе финского чемпионата Пеликанс. Пеликанс. Роскошных ролика, символизирующих силу этой команды. Лазарь. Кто это? Это чисто когда с другом увиделся. Я когда бил к Лазарю. И Лазарь. И скорость. А вот так, по мнению тренерского штаба Пеликанов, надо тренировать вратарей. Галатуэй. О, да, Пеликанс. Все, ладно, я отвлекаюсь. Я не помню. Give me some highlights, Пеликанс. Give me some ХК Пеликанс. Все, ладно, отмена, все, хватит, я на тебя отвлекаюсь. Я уже не могу. Сижу, блин, вместо того, чтобы учиться. Хотя бы только тебя. Егор Сучков, конечно, очень хорош, очень кайфовый, молодец. Так держать. Но мы возвращаемся к нашим баранам. Все, ладно, я не отвлекаюсь на чат, хорошо, вместо того монитора. Не отвлекаюсь на Лазаря. Галатуэй. Так. Свобода ненависти. Чем интенсивнее воздействие, тем сильнее негативная реакция. Интенсивнее воздействие, тем интенсивнее ответная реакция. Это явление, которое усиливается пропорционально строителю. Усиливается пропорционально движению. Это ответная реакция. Почему это ответная реакция, а не первичная? Ненависть – это негативная реакция. Не делает мою жизнь лучше. Так. Я не хочу это. Неразумно. Трачу энергию на то, что мне надо. Не на то, что мне нравится. Почему? Нет, есть проблема. Есть какая-то проблема. Какая-то проблема. Проблема.
дает мне возможность получить, за который я не могу получить блага. Блага. Вот почему она ответная. Вот почему она ответная. Я не могу получить именно. Я не могу. Желаемо. Я раздражен. Я не хочу тратить энергии больше, чем того требует решение проблемы. Так. Ненависть – это ответная реакция на раздражитель, на проблему. Раздражение, которое не дает получить блага, которое не дает получить блага. Так, сейчас все чуть-чуть. Я ее допишу. Возможность быть перебитым. Чтобы меня услышали. Чтобы меня услышали. То есть донести информацию и степень пропорционального урона, который я получил от неэффективности, пропорционального урона, который я получил от неэффективности системы. Это буквально вся свобода слова. Это буквально описание свободы слова. Свобода слова первичная и фундаментальная. Слово первично и фундаментально. Нужно, чтобы сообщить. Сообщить. Что делать мне? Хорошо. А что? Плохо для решения проблемы. Свобода ненависти, свобода слова. Свобода слова по свободе ненависти. Это моя ответная реакция. Это моя ответная реакция. Реакция на раздражитель. Который является пропорциональным. Вот мера. Задача оппозиции — отделить свободу слова от свободы ненависти. Все, отлично. Теперь я могу проверить, что я еще годно хорошо написал. Дальше у меня что-то хочется мне сделать. Мне надо задать question. Это первая задача у меня, например. Так, дебаты. Младший брат, карманные деньги. Разбор темы, полную запись
про запись созвонов, звонков в компанию. Видите, эта тема про электорат, или не про электорат, а про сейчас. Там была какая-то тема, которая есть. Так, мне получается, надо сейчас написать, записать видос, хотя буду рассказывать о том, что за тему я рассказываю. Хорошо, все понятно. Самое понятно, так Лазарь, возвращаясь к Лазарю, там он здесь не умер. Все. Рэнд еще в школе обучали. Ты что-то бубнишь, ничего не понятно. Ты объясни, что ты делаешь. Я не помню. Я готовлю сейчас тему по тому, мне нужно подготовить речь про свободу слова, должна ли она включать свободу ненависти. Так. Потом там еще в школе обучали, ты про что? Про написание или что? Так. Так. Я хочу что-нибудь про свободу ненависти. Это было ощущение, что мы спорим, слушайте, правильно нет, а не оставим внедрение. Определение. Вот такой. Сейчас. Вот так. Так, формат. А зачем? Зачем самовыражаться? Так. Сейчас подготовлю речь. Зачем самовыражаться? Коммуникация индивида с другими индивидами. Так, сейчас иду на Pinterest и возьму какие-нибудь картинки. Вот, типа такую картинку возьму. Так, такая картиночка. Знаете, еще какие-то мемчики. Так. Все отлично. Так.
Чё ты пугнишься под носом, муж? Это смешно, кстати. Да, это смешно. Да. Лучшие драки Жириновского. Начнем закончим. Так. Наверное, так. Все. Я пошел записывать тему на раунд. Сейчас пойдем. Так. Тема на раунд – это палата считает свободу слова, должна включать свободу ненависти. Это палата считает, то есть мы обсуждаем, правильно или нет, а не инструменты внедрения. Определение свободы слова. Говорить то, что захочу. Это ничего не вопрос, зачем. Зачем мне самовыражаться? Для коммуникации индивида с другими индивидами. Блин, это все та презентация, блин. Стоп, запись. Так, все, запись. Так. Именно раунд, эта палата считает, что свобода слова должна включать свободу ненависти. Эта палата считает, значит, что мы обсуждаем то, что правильно и неправильно, а не инструменты внедрения. Определение свободы слова. Говорит то, что захочу. Это ничего, блин. Где картинки-то? Так, еще раз. Попытка 4. Записываем. Так, тема на раунд посчитать свободу слова, например, свободу ненависти. То есть это кто-то считает, что значит мы обсуждаем о сущности, правильно, неправильно, а не инструментах внедрения. Определение свободы слова. Говорит, что захочу. Это не отвечает на вопрос, зачем. Зачем мне самовыражаться? Для того, чтобы... зачем мне выражаться? Для коммуникации индивида с другими индивидами или институтами. Если я могу сделать все сам, то зачем мне надо коммуницировать? Это не имеет смысла. Коммуникация неразрывно связана с группами, то есть люди объединяются в группы благодаря коммуникации. Для чего? Сделать жизнь лучше, а не хуже. Легче выжить в группе, чем одному. Уникальная функция свободы слова. Сообщить о том, что мне не очень хорошо, нужна помощь. Благодаря коммуникации возможно поддерживать общество таким, каким мы хотели бы его. То есть удовлетворять потребностями индивида, защищать от проблем. Свобода слова – это возможность взаимодействовать с другими группами. На каких условиях? Зачем мне разрешать разные слова? Мы не знаем, что делает человека счастливым и как помочь ему с тем, чтобы это достичь. Свобода – это не быть ограниченным, меня не будут перебивать, и я буду услышан. Свобода – это ограничение других лиц, чтобы не мешать и донести информацию. Свобода – ненависть. Ненависть – это сложное явление, поэтому мы можем определить, между какими явлениями находятся. То есть есть неудовлетворенность, раздражение, злость, ненависть, а также ярость. После ярости уже наступает насильственное действие. Например, если 5 минут – это раздражение, 30 минут – это ненависть, час – ярость. Чем интенсивнее воздействие, тем интенсивнее ответная реакция. Ненависть усиливается пропорционально раздражению. Почему? Это ответная реакция, а не первичная. Ненависть – это негативная реакция, не дает мне жить лучше. И из-за этого я трачу энергию на то, что мне не хочется, не нравится. Это неразумно. То есть я не буду тратить на то, что мне не хочется. Если я буду тратить только когда есть какая-то проблема, из-за которой я не могу получать блага. Вот почему это ответное, а не первичное. Я не могу получить желаемое, я раздражен, я не хочу тратить энергию больше, чем того требует решение проблемы. Ненависть – это ответная реакция, а не на проблему или раздражение, которое не дает получить блага. И возможность не быть перебитым, чтобы меня услышали, то есть донести информацию и степень пропорционального урона, который я получил от неэффективности системы, это буквально определение свободы слова. Свобода слова – это первичная, фундаментально нуждающаяся. Нужно, чтобы сообщить, что делать мне жизнь мне хорошо и плохо для того, чтобы решить проблему. Свобода слова в свободенности – это возможность, это ответная реакция на раздражитель, который является пропорциональной. Вот мера раздражения. Задача оппозиции – отделить свободу слова от свободы ненависти. Плохо учить тараторию, непонятно куда. Короче, нужно еще практиковаться.
Но я пока оставлю это. Пока оставлю такой промежуточный этап. Окей. Так, дальше. Значит, дальше в том, что будет описать тему, которая была по поводу так. Очень много предложений, очень много спроса, и предложение подтянется. Просто будут лепить. Чем мы сейчас, эта тема, работа поддерживает внедрение и распространение политики радикальной прозрачности в компании. Что такое радикальная прозрачность? Политика внутри компании. Каждый разговор записывается, доступен всем сотрудникам по запросу. Требуется оценивать каждое взаимодействие друг с другом. Так, сейчас я выведу то, что сейчас на экране. Так. Ну, мне кажется, сейчас summary, потому что оно так до конца понятно. То есть у нас есть так, external locus of control. Так, эта палата считает, ЭП поддерживает внедрение и распространение политики радикальной прозрачности в компаниях. Радикальная прозрачность. Политика внутри компании. Каждый разговор записывается и доступен всем желающим, всем сотрудникам по запросу. Требуется оценивать каждое взаимодействие друг с другом. Такой практик в компании, забыл название. Bridgewater. Компании. Дальше, то есть в целом, почему сейчас происходит то, что происходит. Basic question. Вопрос контекста. Так, вопрос контекста. Почему сейчас происходит то, что происходит? Давайте добавить водку. Почему сейчас происходит то, что происходит? То есть, если говорить в компании, у нас компания, сотрудник, компания, какие у нее проблемы, сотрудники, какие у нее проблемы. Так, сейчас отойду на секунду.
Так. Сейчас я включусь. Разбираем темку. Так. Сотрудники, какие у них проблемы? Почему сейчас происходит, что происходит? Кто принимает решения? Это общество. Образ будущего работники не ущемлены, компания эффективно работает. Работники не ущемлены, это странный аргумент. Работники не ущемлены. Эффективность. Нет, это сложно. Bridgewater. Bridgewater. Так. Bridgewater. Это у нас компания, которая что делает? Это компания инвестиционный сан. Активы, вот. Хедж-фонды. Хедж-фонды. Это оборот или что у них? Частный инвестиционный фонд. Это частный инвестиционный фонд богатых инвесторов. Это частный инвестиционный фонд с капиталом активы в размере 126 миллиардов долларов. Так, отлично. Почему сейчас происходит то, что происходит? Сотрудники, у них проблемы. Какие проблемы? Работники не ущемлены. Работники, эффективность вышла. У бизнеса ориентировать. Поддерживается поддерживающая среда. Мне нужен фокус. Порушить счастье. Какие проблемы в бизнесе? Инфраструктурный аргумент. То есть у нас есть инфраструктурный аргумент. Инфраструктурный аргумент. Крупный бизнес имеет средства внедрения то мы получим инфраструктуру, которая позволяет нам остальным получить. Это дешевле. То есть доход
зарплаты средства, которые могут создать инфраструктуру, могут пользоваться дешевле. Чем больше пользователей, тем дешевле становится. Чем больше пользователей, тем меньше это становится. Тем дешевле это становится. Средства и материальный бизнес. Средний малый бизнес. Привлечь капитал, это как упоминали. Мы сможем привлечь капитал. Капитал. Радикальная прозрачность. Радикальная прозрачность. Ну а почему так? Почему? Если тренд удешевление данные дешевле, больше. Типа компании меньше теряют деньги. Деньги за счет того, что они стали прозрачнее. Почему? Почему? Инструментами здравоохранения. Общение через официальные каналы или нет? Если частные клиники хотят быть хорошими, это делает жизнь лучше. Так. Вчера еще у меня VPN отвалился, и я такой, я думал, потому что я просто никому не нужен. Ты меня в том, чтобы система работала хорошо. Почему сейчас, ну вот все, что я тебе описал, со стоимостью. Да, там, с развитием этого хотят, но как бы нет возможности. Это если у всех мотив хороший. Дальше. Второй ответ на вопрос глобальный. Что делать, если у всех мотив плохой? Если компания специально этого не хочет делать, потому что, ну вот, сотрудникам сложно доказать, потому что мы просто закошмарим наших работяг. Вот, работодатель хочет слышать как можно больше, если есть какая-то проблема, ну, например, женщинам я плачу меньше, потому что я знаю, что как бы, ну, ничего страшного. Мужик за нее заплатит, или потому что, ну, мне кажется, что, ну, то есть они соглашаются на более душные условия и прочее, да, что как бы они там, ну, любые тараканы в голове какие есть. Но тут надо объяснить, почему, ну, то есть тут просто как будто бы проще. Да, мы как бы плохие ребята, ну вот, а мы хорошие, да, то есть вот компании плохие, делают плохие штуки, женщин душат им мешают, и как бы их во всем обвиняют, да, тети не получают то, что хотят, ай-яй-яй, все, мы сейчас это все исправим, все будет лучше. Но просто тебе команда, ну, как бы оппозиции, ну, да, она, наверное, будет рассказывать, что появятся какие-то другие формы давления, будут как-то обтекать, записи будут регулярно теряться, нужны будут. Хотя, ну, блин, типа, как сказать, ну, мы уже с этим боремся. Да, то есть ты всегда как человек можешь сам записать, сам побороться, сам сделать. То есть, как бы, я бы сказал, что это, ну, так сказать, именно борьба с систематическим давлением. Борьба с систематическим давлением. То есть, вот, условно, есть какие-то разговоры нехорошие. Ну, как сказать. Вот бывает иногда, ну, вот тебя хотят уволить без компенсации, или на тебя давят, чтобы ты сам, как бы, ушел. Да, без компенсации, без 3 зарплат. Да, то есть тебя склоняют, на тебя давят, от тебя и прочее. И ты не можешь это записывать, потому что с ума сойдешь, и это как бы в пассивно-агрессивной форме. Вот. А бывает, что, например, у тебя в целом атмосфера рабочая не очень хорошая. Хотя, не знаю, блин, сейчас надо это череп включить. Вот я работаю на работе, да? Вот у меня есть две возможности. Первое, это прямой абьюз, да, когда там меня оскорбляют, когда ко мне плохо относятся, когда мне говорят, что я ушел по собственному и все, потому что, ну, там никто тебя увольнять не будет. То есть мы тебя повышать не будем, мы тебе работу новую давать не будем, задачи новые давать не будем. Типа ты либо добровольно уходишь по собственному, либо ты просто, ну, как бы тут заперт у нас без какого-то развития, движения вперед. Вот. И это как бы, ну, прямое нарушение, за которое, ну, или там харассмент, какие-то оскорбления. Я могу с этим приколом просто сразу прийти в суд и сказать, все, компенсация. Но суть в том, что я могу как человек самостоятельно это все как-то фиксировать, записывать, у меня такие опции есть. Да, там на телефончик могу это записать. Вот это первая такая идея. А бывает такое, знаешь, как сказать, такое пассивно-агрессивное, неприкольное давление, непредоставление возможностей, не ответ на какие-то вопросы, мол, что вы меня не повышаете. Но здесь вопрос, он является ли это нарушением. Ну, не так. Тебе скажут, ну, ты знаешь, типа, коллега более эффективный, там, быстрее отвечает, и мы не считаем, что проект более важный, более значимый, поэтому его мы сейчас отправим на этот проект, отправим на другой. То есть объем ментальной гимнастики, который может работодатель выдать, он большой. То есть нам просто надо найти зону, в которой мы могли бы показать, вот еще кусок контекста. Люди имеют свойство выбирать тех работодателей, которые могут, где они могут защитить свои права лучше. Начиная с более компетентных. То есть представь, что ты, например, видишь, что тебя могут абьюзить на работе, да, то есть ты работаешь в одном месте, во втором, в третьем, в пятом, десятом, ты видишь, что, например, там к тебе плохо относятся как-то, там не ценят, обесценивают, как-то, ну, что-то какие-то криво о тебе говорят, тебе это не нравится, и ты такая, как бы, ну, не можешь отстоять свои права. И ты, понятное дело, пойдешь в компанию, в которой ты точно можешь получить все логи, все уведомления и прочее, да, там, как-то использовать. То есть в этом случае появляется позитивный отбор на специалистов, которые идут в компании, где есть записи. То есть это будет просто не очень хороший бизнес, все равно толкать в сторону, ну, иначе у них будут просто глупые кадры.
Угу. Вот, душные кадры у них будут. Окей, это тоже мы с тобой вроде как видим. Что дальше? Окей. Ну и это потихоньку будет выдавливать недобросовестных работодателей с рынка. Точно так же, как оно выдавливает людей, которые платят в конверте. Да, то есть раньше же, когда в нулевые и там в 90-е, все, что там в конверте было. Да, там в 10-е, а сейчас как будто бы, сильно-сильно меньше. Потому что раньше плюс-минус все в конверте получали или там в валюте, а сейчас как будто бы, на порядок меньше. Такое бывает, да, то есть мы с тобой можем это объяснить там какими-то приколами, да, потому что люди стали понимать, почему получать белую зарплату это интереснее для получения пенсии, и для защиты своих собственных прав, и для того, чтобы тебе, да, то есть она преимущество функционирует. Вот здесь то же самое, ты как человек будешь иметь свойство просто идти там, где ты будешь более защищен, как одно из конкурентных преимуществ. Поэтому просто, то есть это просто ответ на вопрос, что там душные работодатели все равно не будут эту систему внедрять. Окей, вы можете эту систему не внедрять, просто у вас будет оставаться по остаточному принципу работники. И либо вам придется платить дополнительную заработную плату, потому что у вас нет этого конкурентного преимущества, как с ДМС. Да, то есть я могу тебе платить меньше, но у тебя, например, ДМС на зубы. И я такой, зубы лечить целую кучу бабок стоит. Поэтому не-не-не, я лучше буду ходить, там пусть мне будут платить меньше, но у меня зато будут там зубы. Да, там, или компенсация зала спортивного. Или если у меня там нету ДМС на зубы, я там готов рассмотреть предложение с большими деньгами. Поэтому так и так они потратятся. Хорошо. Тут надо еще отработать нам с тобой вопрос сейчас по запросу. Вот, допустим, ребята, типа, вот я отправил запрос, и я сразу стал токсичным. Как знаешь, типа, как на работе, когда ты спрашиваешь какую-нибудь такую штуку, которая, не знаю, я просто человек не корпоративный, но я уверен, что против тебя могут начать зубы точить, если ты задаешь какие-то не очень приятные, понятные вопросы. Да? Не знаю, наверное, ты представляешь. Да, что ты можешь там что-то сказать, вроде как это все в рамках приличия, но, так сказать, зубик начали точить на тебя. Вот, что с этим сделать? Это тоже хорошо. Просто мне просто сказать, что это вопрос к законодателю и к трудовому праву. Да, потому что это же тоже будет зафиксировано. Это как, знаешь, типа, тебя нельзя сократить, если ты... тебя нельзя уволить, если ты там какие-то там профессиональные тесты завалил. Если все в офисе не пройдут эти же тесты и не покажут результат. То есть тебе не могут сказать, что ты андерперформишь, и поэтому тебя уволить, если все эти же KPI не были применимы на всех остальных. Потому что там может показаться, что как бы, понятно, да, потому что где гарантия, что другие точно так же их не провалили, а увольняют только меня. Да. И поэтому ты можешь как бы обратиться там, как я понимаю, в трудовую инспекцию и там сказать, господа хорошие плюс пригожие, вот такая история. Типа, мне дали тест, я его не прошел, меня по этой причине уволили, но мне кажется, что такой тест никто у нас в офисе не пройдет, давайте заново. И если там все остальные тоже его завалят, этот же тест, то тебя там, ты поняла, там, разберутся. Вот, поэтому мне кажется, что здесь тоже это вставляет дополнительные палки в колеса, и я бы сказал, что это превентивно работает. Вот, да. Я бы выделил бы еще абьюз, да. То есть абьюз же возникает на разных уровнях. То есть, условно говоря, у тебя есть уровень там локальный в команде, да, твой коллега тебя душит, да, там твой начальник тебя душит. А может быть глобальный, да, когда у тебя SEO с ума сошел и начинает вас кошмарить. И мне кажется, что просто, впрягаться за маленьких локальных работяг никто не будет, потому что, пошли-ка вы куда подальше, земля вам пухой. Вот. И это просто превентивно работает. То есть, если раньше ты не подозреваешь, как HR, да, они общаются с тобой сильно лучше, если они, или продавцы, или прочие, если они знают, что за ними следят. Вот. И здесь то же самое. То есть, как будто бы мы будем заранее общаться лучше, качественно, менее токсично, менее душно и не так плохо с людьми, как только мы там понимаем и представляем, что это записывается. То есть это как, знаешь, как анонимность в интернете. Когда я анонимный в интернете, у меня ощущение, что я могу нормально так продушить человека, да, могу ему гадости, пакости писать. А если я буду авторизироваться через национальный мессенджер Макс, и товарищ полковник будет, так сказать, держать руку на пульсе, моей маме напишет, что вы знаете, Абдулла ругается некрасивыми словами, возможно, я тогда и лишний раз вообще подумаю, стоит ли мне гадости, пакости говорить. Там про тебя, про меня, про себя, про коллег и прочее. Да, то есть это в целом создание такой менее токсичной атмосферы. И мне кажется, что вот это уже более интересный аргумент, просто такой, как самоцензурирование. Просто из-за того, что тебя записывают. И если оно не спасет, то есть и это спасет от 90%, наверное, проблем, потому что большинство проблем это просто такая, токсичная обстановка рабочая и прочее. Когда тебе твой началебосс, он как-то криво-косо с тобой общается. И ты такой гав. Вот. Я бы так, вот, мне кажется, это была бы разумная мысля. Что сейчас есть большая проблема с токсичностью на рабочем месте. И из-за того, что у тебя большая проблема токсичности на рабочем месте, именно такая штука и позволяет с этой токсичностью побороться. Потому что много там токсичности, пассивной агрессии, много давления, потому что есть ощущение безнаказанности, есть ощущение, что... Да? Как там в одной это... Как там, Бог не лукошка, видит немножко, как там говорят. Именно лукошка, да. Вот, то есть я бы так сказал бы. О том, что, ладно, Бог не фраер, он все видит. Здесь то же самое. Контора не фраер, она тоже все видит. Господа, да? Вот как люди любят. AI. И подкрутить AI, и все, начать душить. Мне кажется, это даже тоже будет прикольно какие-то такие гайдлайны выпускать, чтобы просто продушивать людей, которые гадости пакости делают. Митинги и прочее можно было запустить. Можно было бы настолько сильно оптимизировать все, что это было бы ультра-гипер. Эти записи, все эти дейлики, митинги и прочее можно было бы запустить. Можно тичный. Блин, это было бы прикольно, если можно запустить. Все, AI берет и душит народ. Ты же можешь, что это можно запустить. Натренировать нейронку, сказать, кто тут самый токсичный. Блин, это было бы прикольно, если бы все вот эти записи, все эти дейлики, митинги и прочее можно было бы запустить. Можно было бы настолько сильно оптимизировать все, что это было бы ультра-гипер кайф. Как тебе кажется?
Мне кажется, это было бы супер ультра кайф. Потому что тогда можно было бы весь бизнес переколошматить, все перелопатить, просто потому что, ну, если у тебя, как сказать, если у тебя и так есть большие данные, потому что ты вынужден эти большие данные собирать и все записывать, то как будто бы у тебя, ну, вариантов каких-то бы ты ни было других нет. Ты просто это все пропускаешь через нейронку, и она тебе говорит, кто токсик, кто падла, кто мистер Кринжер. Респект, да. И я бы тогда сказал, что это глобально, ну, просто бизнес сделает лучше, потому что это даст такое количество информации, что мы сможем построить технокоммунизм. Ну ладно, это уже там. Так, что у нас будет к концу разбора, я уже даже не знаю. Не, ты так данные собираешь, да? Не, ну, кстати, было бы классно переколошматить этот бизнес, только если мы переколошматим планету, электроэнергия просто... Ну, это не важно. Главное, что все во имя этого. Ну да. Во имя оптимизации бизнеса. Так, ну, давай так. Если ты маленький бизнес, то есть корпорации так тратят целую кучу денег на вот это. Угу. Это раз. Во-вторых, как бы у маленьких бизнесов на это денег нет, но они бы хотели. И, допустим, ну, какой-нибудь Bridgewater возьмет так сделать, денег у них целая куча, сотрудников не очень много. И мы получим гайдлайны. То есть, допустим, у меня малый бизнес, я ни черта не знаю. А мне скажут, мы проанализировали 15 тысяч звонков в нашей компании, и вот что мы определили. Мы определили там 25 типов сотрудников или 10 типов сотрудников, то там все сотрудники делятся на 10 типов. Там ла-ла-ла-ла-ла. А самый наилучший формат относительно перформанса команд — это вот такой формат. То есть это же просто, ну, такой объем возможностей оцифровки бизнеса и бизнес-процессов. И вот, потому что в бизнесе что самое уязвимое? Это же люди, как и во всем. Да, люди — самое слабое звено. Если мы можем все людское, да, что у нас есть, через нейросети переколошматить и убрать, то это же, ну, прям нереальные гайдлайны для бизнеса. Типа, а это точно кто-то сделает. Да, потому что вот эти уже звонки, там тебе телефонные звонят эти черти, банковские представители, а это же нейронка, а я с ним разговаривал. Я прям на серьезных щах думал, это люди. А это не люди, это обманка. Да, как бы ничего христианского не осталось в корпорациях. Где-то. Ну, не люди. Типа, а это точно кто-то сделает. И убрать, то это же, ну, прям нереальные гайдлайн. Я бы, наверное, такой, просто проблема в том, что этот аргумент работает только тогда, когда мы... То есть, если у тебя очень хороший премьер-министр, и он может вот все, что мы до этого с тобой обсудили, до технокоммунизма рассказать в одной речи, то во второй можно вот эту историю рассказать. Премьер-министр, и он может вот все, что мы до этого с тобой обсудили, до технокоммунизма рассказать в одной речи, то во второй можно вот эту историю рассказать. Ох, я такой премьер-министр. Вот. Если такого нету, то как бы надо играть сейвово. Но под расширение это прям, ну, сказать, типа, мы согласны с командами первых столов, но нам кажется, они, ну, вот мыслят вот в этих форматах, форматах работяг. А представьте, что мы весь бизнес на планете, мы всему бизнесу на планете дадим огромные объемы, ну, какой-то оцифрованных данных, чтобы все понимали. И что уже натренированные модели можно будет запускать. Объемы в форматах работяг. А представьте, что мы весь бизнес на планете, мы всему бизнесу на планете дадим огромные объемы, ну, какой-то оцифрованных данных, чтобы все понимали. И что уже натренированные модели можно будет запускать. То есть, условно говоря, будет клод для бизнеса. Все, подключаю клод для бизнеса. Но вот сейчас же есть, типа, в зуме, да, там сидит этот, как его там, стенографист. И там в Яндекс.Телемасте тоже есть стенографист, который там присылает тебе краткий какой-то прикол. А прикинь, я просто могу этот B2B AI SaaS подключить, и он будет просто мне в конце митинга, ну, вообще, он будет моим бизнес-советником, причем, ну, каким-то нереально крутым. Просто потому что он как бы просто понял, как надо работать. Он просто понял, как крутые команды добиваются крутого результата, и как крутые команды работают. И я могу вот эту крутую что-то натянуть на... Просто натренировать свою. То есть он просто будет смотреть, как мои черти общаются, и он будет просто каждый раз говорить. Это будет, наконец-то, нормальный HR. Это будет, ну, крутой фасилитатор. Круто. Это сколько можно избавиться от всей неэффективности в бизнесе. Он просто скажет, типа, у тебя 10% сотрудников вообще ничем не занимаются. Они вообще не контрибутят, удаляй их. Ты такой, хорошо, мистер AI. Да? Или он скажет, вот надо такой формат обсуждения вести, чтобы было, ну, с флексом. И я такой, хорошо, мистер AI, а потом банкротишься. Вот. Ну, звучит круто. Да? Нивелировать самое уязвимое звено в любом бизнес-процессе. Человека. Без пол-литра не разобраться. Ну, вот я все записал, тебе скину. Ты можешь это все, просто тебе надо все прописать, проработать, просто чтобы у тебя было вот это понимание. Да, чтобы ты это все ручками, ножками прописала, вот большое, вот это большое-большое дерево. И вот если ты там это все так сделаешь, у тебя будет... То есть ты прямо увидишь, как у тебя, ну, вот, неочевидные для тебя вещи становятся более понятными. Угу. И это как... Я вот уточнила про блоги, да, я... Сейчас... Я здесь звук записался. Прикинь, будет модно, да, если... Мой любимый блогер выпустил очередной бенгер. Целый час смотрим на статичную картинку. На коммунизм. Вот, будут атомные электростанции и сервера, и все. Чтобы сделать технокоммунизм. А это... Да. Реально всю планету. Говорю, мне всегда просто, знаешь, чем кончится этот разбор. Ну, вообще было прикольно. Вот, будут атомным бизнесом, будут заниматься только машины. В нейтрянку бизнес, сколько у него есть, и прочее, у тебя будет еще один медальный фонд, да, Джима Симмонса. Если в нейтрянку просто натренировать нейротехнику какую-нибудь, типа на таких объемах данных, чтобы она просто бизнесом занималась. Потому что она всю внедрянку бизнес-процесса. То есть все цифры у него есть,
и прочее, у тебя будет еще один медальный фонд, да, Джима Симмонса, да, который там сколько, у него средний рои, ой, нет, у него средний рост на течение 30 лет был 66%. Типа... А мы будем рыбку ловить, просто сидеть без дела. Ну, я как тебе сказать, я думаю, что мы просто умрем все. Ну, как бы, технокоммунизм не означает, что мы будем флексить. Вполне вероятно, Илон Маск будет стоить там 10 триллионов. Просто наполовину. А мы будем рыбку ловить вот в этом. Зато круглый год не будут замерзать эти водоемы, потому что будут знать, они не могут теплую воду из дата-центров. И хорошо, что мы можем пить грязную воду. Вот. Так. У меня пока вообще не собралась эта структура, то есть как собрать эту ветку. Компания Killing проблема в структуре момент. Крупный бизнес средством для этого получим инфраструктуру, которая позволяет остальным получить это дешевле. Чем больше пользуется, тем дешевле это становится. Сейчас запишу. Так, такой получился структура, мне кажется, очень сладенько сейчас. В целом все.